Коми продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. На днях из Приполярья отправилась очередная партия груза людям, которые оказались в беде. Интинцы собрали несколько коробок всего самого необходимого: консервы, макаронные изделия, сахар, крупы, спички, средства личной гигиены и книги. Любовь Лапина передает из Инты. Здесь едва можно пройти. Почти все помещение местного отделения общественной приемной партии «Единой России» заставлено коробками и мешками. Волонтеры, представители разных патриотических и молодежных объединений фасуют продукты питания и средства личной гигиены, чтобы отправить ценный груз на Донбасс. Это чай, кофе, макароны, крупы, личной гигиены предметы. Также жители Инты приняли очень активное участие в сборе книг. Они участвовали во всероссийской акции «Книги Донбассу». В сборе гуманитарной помощи участвуют все: индивидуальные предприниматели, общественные и общеобразовательные организации, даже дети несут помощь своим сверстникам на Донбассе. У нас был лагерь труда и отдыха в июне. Детки тоже были не в стороне. Они сказали, когда мы получим зарплату, мы принесем. И на самом деле так и было. Некоторые детки, кто-то принес туалетную бумагу, кто-то принес крупы. И для нас это было очень удивительным. И мы считаем, что мы живем для того, чтобы вот я смотрю на наших детей, которые, они, получается, я была очень признательна, я была очень удивлена, что детки тоже не остаются в стороне вот от такой акции. Неравнодушие к судьбе беженцев Донбасса и готовность прийти на помощь проявили сотни интинцев. Секретарь местного отделения «Единой России» Ирина Артеева благодарит всех, кто не остался в стороне и откликнулся на призыв главы Коми Владимира Уйба. У нас наш городочек такой, большая семья, и он всегда подключается ко всем проблемам, сложностям, которые возникают не только в Республике, но и в Российской Федерации. Поэтому мы поддержали вот это начинание, что нужна гуманитарная помощь. Люди идут с удовольствием, они с таким вот, как сказать, с болью, с переживанием приносят вот эту гуманитарную помощь и передают даже вот на словах, чтобы такие пожелания, поддержки тем людям, кто находится в данный момент в Луганской, в Донецкой областях. И я хочу выразить огромную благодарность всем нашим интинцам, которые пришли, принесли гуманитарную помощь. Все сформированные коробки с гуманитарной помощью уже отправлены в Сыктывкар, а затем и в Донбасс. Но сбор помощи продолжается. Большинство интинцев поддерживают решение президента России о признании независимости ЛНР и ДНР и подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и народными республиками. Любовь Лапина, Татьяна Манова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.